Добрый день, компания Прогресс Авто. Приветствуем вас, наши подписчики, друзья канала. ГИАЗ-33 и Сейки сегодня у нас на обзоре. Наконец-то приехали крупненькие трактора с кабиной, скажем прямо. Кондиционер, печка. Максимально все уютно и комфортно, поэтому для тех, кто планирует работать зимой или где-то в тяжелых, скажем, климатических условиях, прекрасно подойдет трактор. Естественно, здесь у нас трехточка, естественно, гидрорегулировки, удлиненный, видим, фаркопчик с сергой. Шины задние в отличном состоянии, передние чуть больше потертые, есть здесь у нас, к сожалению, потертости, но ничего критичного, опять же. Главное, что нет растрескивания здесь совсем, то есть это удивительная штука для японского трактора. Фреза 1,70 м и сековская, естественно. Ножи. Остатки очень хорошие, порядка 80%, я думаю, точно 90%, где-то там. Задняя шина правая, также состояние хорошо. Передняя шина правая, здесь уже больше потертости, к сожалению, есть небольшие растрескивания, ну прям совсем микроскопические, скажем. По правой стороне ГИАЗ-33, все так же целенько, все в наличии, все комплектное, вот то, что нужно для трактора с кабиной. Дополнительного освещения здесь у нас много, по всему периметру 4 стоят фары дополнительные. Кабинка. Все, естественно, целенько, открывается, все ручки на месте, здесь ничего не пообломали. К счастью, в Японии не успели, скажем так. Динамики по крыше, все цело. Опять же, климат-контроль наш тракторный. Магнитолка и включение дополнительного освещения. В целом все. Здесь у нас салон. Все чистенькое достаточно, ремешок на месте, безопасность. Регулировки по гидронаклону, здесь все, естественно, работает. Фреза, положение. Реверс вал отбора мощности, здесь все работает, опять же, так же, как и стандартная блокировка заднего моста. По левой стороне правее рычаг основной коробки переключения передач, левее пониженные и повышенные передачи. Также есть там у нас еще регуляторчик дополнительный. Ящичек с инструментами, кстати, интересно, может быть, Япония нам что-нибудь подарила. Нет, к сожалению, не подарила. По остальному, что здесь есть? Естественно, вал отбора мощности 4 передачи, вперед 4 назад. Полный привод электронно отключается. По левой стороне у нас здесь только фары и поворотники. Наработка 484 моточаса, все отлично видно. Соответственно, вот то, что имеем. Дефлекторы, все круто регулируется, все есть. Класс. Ну и, соответственно, есть, естественно, реверс. То есть в такой комплектации трактора реверса просто не могло не быть. Трактор у нас на нейтралке. Можно запускать, пробовать. Смотрим. Газ. Нужно было дать немного газа, конечно же. Так, все, в принципе, по его работе. Не дымит трактор, видим, что он холодный полностью еще. Наем оборотов, стандартная работа его начинается, соответственно, фреза. Здесь гидрорегулировки. Все, естественно, работает, все шевелится, тут без проблем. Печка. Ага. Также, вот, соответственно, все, что есть. Давайте дам послушать, как он работает. Чуть-чуть оборотов дадим. Около 2000 оборотов сейчас. И слушаем, как работает. Думаю, прекрасно понятно, что чистенько, ровненько, без каких-либо нареканий. Поэтому вот такой тракторок. Дальнейшие подробные уже рассмотрения его работы, функций, дверь не закрыл, будут конкретным клиентам. То есть, соответственно, если нужно проверить какой-то узел, какие-то агрегаты, обращайтесь, мы это сделаем с удовольствием, отснимем полное видео, если нужно что-то еще по вашему требованию. Естественно, все покажем и расскажем.
Поэтому будем рады вас видеть в нашей компании. Приезжайте, обращайтесь, задавайте вопросы. До свидания.